Центральный ипподром города Каракол был построен еще в конце 50-х годов прошлого столетия. Объект занимает площадь в 44 гектаров. В 2007 году стадион почему-то передали в частные руки. Однако это решение впоследствии было оспорено в суде, и спортивный центр вернули на баланс государства. С тех пор о нем будто бы и забыли. Единственный ипподром в Кыргызстане, отвечающий всем международным стандартам, сегодня находится в плачевном состоянии. Мы бы хотели попросить власти обратить на это внимание ради народа. Стоит отметить, что в 2015 году для реконструкции спорткомплекса из Чолпотатинского ипподрома была привезена металлоконструкция, с помощью которой участок должны были восстановить и выдать в эксплуатацию. Но по каким-то непонятным причинам эти обещания не выполняются вот уже 5 лет. Постройки вышли из пригодности. Железо уже начало ржаветь и гнуться. В регионе нет других сооружений, подходящих для проведения национальных игр. Эту проблему за долгие годы поднимали не раз, так как она напрямую влияет на развитие конно-спортивных игр. От безрезультатности и безысходности недовольные коневоды вышли на массовую акцию протеста. Мы узнаваемы в других странах во многом благодаря национальным конным играм. В ипподроме нуждаются жители Тюбского, Каракольского, Жетеугузского, Аксуйских районов. За неимением стадионов приходится проводить игры в поле. И мы собрались с целью решить эту проблему. Коневоды и члены общественных объединений, собравшиеся со всех уголков района, выдвинули 3 требования местным властям. Это, в первую очередь, проверить деятельность Каракольского ипподрома, возобновить конные состязания и реконструкцию участка. И третье – проверить работу руководителя, из-за которого сооружение оказалось в таком состоянии. Они попросили убрать с должности действующего руководителя ипподрома, ссылаясь на его плохую работу. Мне кажется, это неправильно. Но в любом случае мы должны поставить вопрос ребром и позволить работать человеку, который действительно хочет внести свой вклад. Мы не можем сказать, что стадион был передан открытому акционерному обществу, и правительство не имеет к нему отношения, так как ипподром находится на нашей земле. Единственное, что нам нужно, это поднять судебный иск, чтобы власти имели право решить вопрос. По сообщению агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, нынешнему руководителю Бектурсуну Алышбаеву было отправлено уведомление о предстоящем собрании. Однако по неизвестным причинам управленец, вызывающий массовое недовольство граждан, не присутствовал на встрече. Поэтому съемочной группе не удалось взять у директора интервью по поводу обвинений в его адрес. Деятельность руководителей ипподрома контролируется Национальной дирекцией при госагентстве. Все вопросы подняты на собрание, и результаты будут отправлены как в дирекцию, так и в центральный аппарат с просьбой принять соответствующие меры. Все 3 требования, предъявленные местным властям, должны быть выполнены в течение 15 дней. Такие условия представили коневоды. Они также заявили, что если меры не будут предприняты за этот срок, то мирный митинг неизбежен. Мерим Кубанычбек, Азиза Нурланова, Новости Ушпери.